логотип у них. Палатки понаставили. Я тут. А экран там остался еще. Извините, пожалуйста, за задержку. Здравствуйте. Да. Угу, да. Да, да. Угу. Да, задержали. Начинайте, выходите. Да, я начну. Во-первых, я хочу поприветствовать всех, кто сегодня собрался, кому эта тема интересна, гости, эксперты, да, в своих областях. Сегодняшнее мероприятие, оно приурочено к Всероссийскому дню предпринимательства в Российской Федерации. И я хочу поприветствовать также наших специалистов центральных библиотек городов и районов нашей республики, а также тех, кто к нам подключился, да, и не смог сегодня присутствовать здесь, так скажем, офлайн. Вот. Хочу поздравить также всех предпринимателей, людей, кто занимается бизнесом, да, с таким праздником. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии в своем деле, чтобы вы процветали, двигались вперед. И, наверное, для этого мы организуем такие мероприятия, да, познавательные, где вы будете получать дополнительную информацию для развития своего бизнеса. И скажу так, мы чуть-чуть задержались, да, прошу прощения. Сегодня будут представлены 5 докладов, 5 спикеров. По окончанию каждого доклада можно будет задать вопросы, которые у вас останутся. И регламент выступления, он указан в программе, но мы уже чуть сбились. Если кому интересно, по QR-коду можете скачать программу, и мы начинаем. Первый доклад он мой, я представлюсь, зовут меня Фасахова Любовь Александровна, я являюсь руководителем Центра поддержки технологий и инноваций, который был создан на базе Национальной библиотеки. Уже 10 лет мы помогаем предпринимателям и вообще населению нашей республики регистрировать объекты интеллектуальной собственности. Но наша практика показывает, что в основном регистрация нужна именно предпринимателям, поэтому мы открыли сегодня эту тему. Впервые у нас такое мероприятие проходит, и мы постарались собрать как бы быстренько информацию, та, которая может быть полезна именно бизнесу. Гражданский кодекс, часть 4, он регламентирует все вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью. Дело в том, что неважно, большое у вас дело или маленькое, или госкорпорация, да, везде присутствует интеллектуальная собственность и права, на которые важно закреплять. И предлагаю разобраться, что же все-таки относится. Когда мы начинаем свой бизнес, да, мы регистрируем фирму, организацию в налоговой инспекции, мы открываем ООО, ИП, мы придумываем название своей организации для того, чтобы идентифицировать, да, ее на рынке среди других там, производителей товаров или услуг. Поэтому мы думаем над названием, мы регистрируем, идем дальше. И регистрируем в налоговой фирменное наименование, да, оно регистрируется, попадает в единый государственный реестр юридических лиц. Коммерческое обозначение это, ну, хотела, да, отвлеклась чуть-чуть, фирменное наименование, коммерческое обозначение и товарный знак это все объекты интеллектуальной собственности. Вот, фирменное наименование, как я уже сказала, регистрируется в налоговом органе. Коммерческое обозначение, оно нигде не регистрируется, но тут важно. Оно, это, грубо говоря, вывеска. Оно такое местечковое, да, когда вы в небольшом каком-то населенном пункте открываете, получается, магазин, например, или это как предприятие, да, вы вешаете вывеску, и вот оно так идентифицирует, и все люди знают, что это предприятие именно с таким названием, и оно занимается определенной деятельностью. Здесь важно, когда вам будут монтировать вывеску, когда вам ее будут разрабатывать, когда ее будут вешать, да, на все это должны быть договора с определенными датами, чтобы вы могли доказать, что эта вывеска существует с определенного времени. Можно также зафиксировать еще фотографии. Товарный знак он регистрируется в патентном ведомстве Российской Федерации, которое находится в Москве, Роспатент.
Ну, товарный знак, он призван, ну, получается, идентифицировать, опять же, товары и услуги предпринимателей. Здесь предусмотрена, как я сказала, регистрация. Ну, здесь уже некоторые фирмы от нас ушли, но не важно, да. Все вы знаете, да, товарный знак это любое обозначение, которое вас может выделить среди товаров и услуг других производителей, как я уже сказала, вот когда вы смотрите на этот, да, товарные знаки, вы сразу понимаете, кто здесь, кто чем занимается и какими видами услуг или товаров. И вообще товарный знак, вы когда идете в магазин, да, вы тоже обращаете внимание именно к тому производителю, которому доверяете, вы знаете, что у них качественная продукция и так дальше. Вот для этого служат товарные знаки. Еще хочу сказать, что здесь важно, что при регистрации идет Роспатент очень четко их, получается, экспертирует. Важно здесь, чтобы один товарный знак не был похож на второй товарный знак, в том числе ну, слуховое обозначение, да, должно не совпадать. Тут нужно очень много всего знать и просто так не кидаться то, что вы придумали какое-то название, оно вот для вас кажется, да, оригинальным, но на самом деле оно уже может быть зарегистрировано, и вы тогда потеряете, ну, как сказать, в патентных пошлинах, которые платятся при заявлении на регистрацию товарного знака и так дальше. Поэтому самостоятельно эту деятельность лучше не приводить, лучше исключить эти риски, обратиться к специалистам, ну хотя бы к нам даже за консультацией. Консультация у нас абсолютно бесплатна. Мы первичную информацию вам дадим, а вы уж там будете дальше принимать решение, как это делается. Потому что очень много у Роспатента, так скажем, требований, да, для того, чтобы они зарегистрировали товарный знак, и не всех нужно знать. Вот. Дальше что хотела сказать, что 30% по статистике, да, товарных знаков, они получают отказ при регистрации и теряются патентные пошлины. Это тоже важно, поэтому будьте внимательны при регистрации, когда, ну, то есть надо с умом, как говорится, подходить к регистрации и прислушиваться к мнению специалистов, когда вам говорят, что, ну, здесь есть большие риски и давайте их исключим. Товарные агрегаторы и маркетплейсы сейчас очень распространены, популярны, да, все хотят экономить время, покупать в онлайне и так дальше. Это очень удобно, и поэтому каждый, ну, много кто из предпринимателей хочет зайти на тот или иной маркетплейс. Вот здесь я выделила самые распространенные, что касается, ну, всех у них разные требования, да, для участия. Вот, у Моды, например, она только работает при наличии товарных знаков. Озон и Wildberries, они напрямую, получается, не предъявляют этих требований, но если продавец предъявил им, ну, жалобу, да, на тот или на другого продавца, то они тут не разбираются, они сразу закрывают кабинет, они, ну, получается, блокируют его, ответственный штраф дают в пользу обладателя товарного знака, штраф от самой площадки, ну, то есть огромные потери. И здесь также важно знать, что товарный знак, он не просто вас защитит, ну, да, а то есть вы сами можете уже потом предъявлять, если вам покажется, что ваш бренд очень похож на тот, который не зарегистрирован. Ну или разбираться, по крайней мере. И также хотела что-то по маркетплейсам еще добавить. Ладно. Давайте пойдем дальше. Ну, это незаконное использование, я так быстро, ну, тут есть эксперты, которые об этом более подробно расскажут. Еще один такое понятие есть, наверное, всем вам известно, но непосредственно связано с бизнесом, с информационной открытостью, да. Все мы для продвижения продукции, ну, большинство предпринимателей создают свои сайты, где-то они ВКонтакте, но вот кто создает сайты, здесь важно доменное имя. Оно не относится никак к объектам интеллектуальной собственности, но тем не менее оно очень близко к ней, потому что есть товарные знаки, да, которые, словесное обозначение, оно сходится именно с доменным именем. И если вы регистрируете доменное имя, да, получаете на него права, и если, не дай бог, найдется товарный знак, который будет зарегистрирован и будет, получается, ну, по словесному обозначению схож, то в большинстве случаев дадут приоритет именно зарегистрированному товарному знаку. И это тоже нужно иметь. И что самое главное, да, что когда вы выбираете доменное имя, вам вся ответственность лежит на вас.
То есть тут нужно понимать, что вы можете нарушать, получать штрафы и так дальше. Поэтому и также потенциальный ваш потребитель, он приходит на ваш сайт, да, а в какой-то момент, если то, как говорится, его прикроют, то вы опять теряете. То есть ко всем моментам ведения бизнеса нужно подходить с четким пониманием дела и немного поразбиравшись или хотя бы обратившись опять в те, так скажем, ну, те, не надо же как сказать, к специалистам. Вот. Ну и сейчас мы со средствами индивидуализации разобрались. Я еще хочу рассказать про размещение информационных материалов. Да? Что важно использовать свои тексты авторские, важно использовать свои картинки. Вот. Мы всегда говорим, мы за все свое. Но если вдруг у вас нет возможности, да, можно заимствовать. Вот, то есть, если вы создаете сайт, можете взаимствовать. Есть бесплатные фотостоки, есть платные. Вот тут я бесплатный один привела, но под каждой картинкой вы должны понимать, смотреть условия, да, на каких их можно использовать. Потому что использовать можно не всех. Особенно, когда вы коммерческую прибыль от этого имеете, то здесь тоже очень важно смотреть условия. Вот хотела рассказать пример, что библиотека Республики Коми была оштрафована. Она всего лишь разместила на сайте фотографию. И библиотека, ну, не указала ни авторство, ни ссылку для размещения, да. Опять же, вот как я тут указала, автора там не было. И получила штраф 10 тысяч рублей. Но это не коммерческая организация, надо помнить, да, поэтому штраф относительно, ну, штраф всегда неприятный, так скажем. Вот. Если, допустим, в том случае, если вы не хотите заимствовать, не хотите сами, вы, ну, на аутсорсинг передаете эту работу, поэтому здесь выступают договорные отношения. Не нужно как бы думать, что вам переписка в чем-то поможет. Нужно заключать договоры. Договоры, в которых будет прописано, что передача исключительных прав будет принадлежать вам. И здесь тоже еще один плюс. Когда вы это все прописываете, ответственность она будет нестись на именно исполнителя. То есть вся ответственность, если он вдруг где-то что-то использовал, опять же, нарушая там авторские или какие-то другие права, да, вот, то вся ответственность на нем, и вы как бы тут защищены со всех сторон, имейте в виду. Потому что сейчас очень многие услуги мы берем через контакт, там быстренько-быстренько, не надо никогда спешить, нужно себя оберегать. База данных клиентов. База данных – это объект интеллектуальной собственности. Здесь вы что, тоже если у вас есть какая-то клиентская база, ее можно зарегистрировать, получить на нее свидетельство, если, не дай бог, какой-то сотрудник захочет там слить информацию и так дальше, это тоже некая защита для вас будет. Ну и, как я уже говорила, да, подведу итоги, защита бизнеса. Но в первую очередь вы ведите документацию, все защищайте за каждым, все на каждый, так скажем, вашу интеллектуальную собственность вы закрепляете за собой права. Документально у вас должно быть свидетельство на, допустим, регистрацию товарного знака, есть товарный знак, патент это если изобретение, вот, ну и так дальше, программа ЭВМ, все договора, все фиксируем, все собираем, и это вам также поможет бороться с вашими конкурентами. Вот я здесь привела, да, Кировский молочный завод, он случайно узнала от потребителей же, что качество масла стало снижаться, вот, начала разбираться, и выявилось то, что молочная река, она взяла, изготовила масло и сидентифицировала упаковку. Упаковка была зарегистрирована, вот, поэтому вот, а ООО «Плага», они занимались распространением этой продукции. Вот, и Кировский молочный завод выиграл 1,5 миллиона. Ну, то есть, так вот, для понимания. Ну, здесь я тоже уже вроде все сказала. Хотелось бы отметить, что вообще объектов интеллектуальной собственности очень много. Сегодня я затронула прям самую малость, да, что примерно самые распространенные, так скажем, которые вот могут быть сейчас очевидные мне. Вот, вопросов очень много, тема очень сложная. Вот, и призываю вас всех все-таки, чем бы вы ни занимались, обращайте внимание на защиту ваших прав, всегда думайте об этом. Если у вас возникают вопросы, вы всегда можете к нам обратиться. У нас есть группа ВКонтакте, вы можете подключаться, задавать там вопросы. Вот. Телефоны тоже. Мы открыты, абсолютно бесплатные, оказываем консультации, поэтому я хочу спросить, есть ли у нас вопросы от СБС? И из зала, если есть вопросы.
Ну тогда уже предлагаю перейти, да, к следующему спикеру. Я приглашаю Бубнову Екатерину, специалисту консультирования пользователей, консультант услуг. Уважаемые слушатели, доброго дня! Сегодня я хочу продемонстрировать в рамках нашей встречи ряд возможностей в системе «Консультант Плюс», связанные с такой достаточно интересной темой. Единственное, хочу отметить важное примечание, что в системе «Консультант Плюс» вы найдете не только полезную информацию для себя, но и, что самое важное, это официальную информацию. Потому что система «Консультант Плюс», конечно, прежде всего, это источник официальной информации. И все нормативные документы, которые вы видите, непосредственно предоставляются от органа власти. Ну и, конечно, еще одно из важного преимущества использования системы, то что все материалы, опять же, с которыми вы работаете, будете работать, тщательно всегда актуализируются. И вот именно в рамках нашей короткой встречи буквально немножко совсем покажу, что и как содержится в системе «Консультант Плюс». Итак, в первую очередь, сейчас перед нами стартовая страница. Конечно, система «Консультант Плюс» позволяет в том числе быть в курсе всех изменений в законодательстве. Но все время что-то меняется, да, и чтобы всегда быть в курсе, система «Консультант Плюс» в этом поможет. И на стартовой странице вы увидите слева новостную ленту, как раз которая и позволяет видеть все новости. Причем эта новостная лента обновляется в течение дня несколько раз. Это дает возможность не пропустить ничего самого важного. По нашей теме, обратите внимание, справа всегда есть возможность выбрать тематику. Вот для профиля юриста, обратите внимание, есть целый блок «Интеллектуальная собственность». И здесь вы увидите не только информацию по каким-то основополагающим нормативным актам, но и разъяснение госорганов, интересную судебную практику. И вот в том числе, да, вот, например, обратите внимание, право взыскать с проигравшей стороны затраты на спор в Роспатенте предлагают закрепить в законе. И более подробно, если заинтересует, всегда можно почитать. Или вот, например, споры о товарных знаках. Интересные примеры из практики за 2021-2022 годы. И здесь будут освещаться такие интересные вопросы, как прекратят ли охрану товарного знака, если он совпал с псевдонимом? Законно ли использовать изображение, похожее на мультипликационный образ сказочного героя? Может ли товарный знак иметь религиозный подтекст? Ответы на эти другие вопросы как раз в таком обзорном материале можно прочитать. Далее, что еще хочется отметить, что, вот, допустим, используя раздел «Карточку поиска», вообще в системе «Консультант Плюс» несколько поисковых инструментов. Сейчас я направляю вас на карточку поиска. Почему? Потому что здесь есть ряд полей, по которым мы будем делать запрос, но сейчас я хочу продемонстрировать политематика, потому что она позволит нам именно по нашей теме достаточно быстро и легко найти полезную информацию. Вот, как мы видим, целый блок «Интеллектуальная собственность». При необходимости мы всегда можем конкретизировать авторское право, патентное право или еще что-то. Но я сейчас в целом выберу для того, чтобы показать, какого рода вообще информация есть в системе. И это не только нормативный документ, да, но вот сейчас у нас построился перечень всех важных нормативных документов, которые связаны по нашей теме, как на федеральном уровне, так и, обратите внимание, по Республике Коми у нас также есть, например, вот соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и правительством Республики Коми. И также с помощью системы «Консультант Плюс» удобно оценивать риски. Допустим, если появится необходимость обратиться в антимонопольную службу с определенной жалобой. Да? И тут мы можем увидеть, есть блок практики антимонопольной службы, где как раз и можно поизучать, в каких случаях и как реагирует антимонопольный орган на ту или иную жалобу. Также, вот как мы видим, есть еще информационный банк решения госорганов по спорным ситуациям, где вы увидите заключение палаты по патентным спорам, опять же, да, в каких случаях отменяют решение Роспатента, в каких удовлетворяют, тоже можно посмотреть. Ну и, конечно, судебная практика. Также можно изучить судебную практику, ее очень много, и в том числе, конечно, это суд по интеллектуальным правам. В
Вот очень удобно, кстати, когда используем информационный банк с судебными решениями, вы даже не заходя в текст документа, всегда можете увидеть требования, обстоятельства и решения по этому делу. Конечно, сейчас у меня в общем информация, но всегда можно конкретизировать, да, в поисковой строчке конкретнее прописать. И причем, даже когда вы будете работать с определенным судебным решением, вот как практика показывает, очень часто еще появляется необходимость посмотреть, с чего все начиналось, да, именно судебное решение первой инстанции. Вот тут нам поможет история рассмотрения дела. Тоже достаточно удобная возможность уже найти изначальные судебные решения. Также помимо таких материалов мы найдем еще аналитические материалы, которые в системе Консультант Плюс есть. Это разного рода консультационные материалы. И особенно вот в разделе «Комментарии законодательства» в информационном банке «Юридическая пресса» вы найдете материалы, которые называются «Готовые решения». Вот обратите внимание даже в названии этих готовых решений, какие способы защиты интеллектуальной собственности существуют в Российской Федерации, при каких условиях можно использовать товарный знак в рекламе. И вот, например, когда мы используем вот такие материалы, самое главное, да, я об этом в самом начале выступления сказала, что все материалы в системе Консультант Плюс актуализируются. В частности, это касается вот таких готовых решений. Да, ту актуализацию вы всегда увидите. Это говорит о том, что в этом материале ссылки всегда будут на действующее законодательство. И что удобно, здесь уже все проанализировано. И существующие нормативные акты по представленному вопросу, разъяснения госорганов, и даже если были какие-то интересные судебные споры, это все тоже будет отражаться здесь. Ну и хочется еще отдельно отметить, также в разделе формы документов, в частности в информационном банке «Деловые бумаги», есть интересный материал, который называется «Подборка форм». И вот этот материал позволяет нам увидеть, какое разнообразие различных готовых договоров авторского заказа позволит нам составить такого рода договоры. Да, тут причем разные есть, в зависимости от да, создания каких именно произведений интересует, с кем, да, из какой сферы. То есть это готовые к применению договоры. Да, то есть не нужно думать, как мне составить, что. Здесь уже можно перевести в Word, уже причем опять же не сомневаться, материалы актуальные, и уже использовать. Вот, переводим и используем. И еще такой момент. В этом же информационном банке «Деловые бумаги» есть материал, связанный с исковыми заявлениями. Если нам, допустим, нужно иск составить. В системе вообще очень много готовых исковых. И вот тоже хотела об этом сказать, потому что тоже тратится много времени на составление исковых заявлений. И вот по нашей теме, опять же, готовые исковые заявления есть. Да, вот правообладателя. Также заявление автора в суд, общей юрисдикции, взыскание вознаграждения по договору об авторском заказе. То есть вот такие готовые материалы. Вообще, как вы видите, много всего полезного. Это лишь малая часть, совсем капелька того, что можно показать и по заявленной в теме, и вообще, и в том числе для тех, кто планирует заниматься бизнесом, да, для предпринимателей, для создания своего дела. Также очень много полезной информации. Если, допустим, нет возможности поработать с системой Консультант Плюс, да, я напоминаю, что в Национальной библиотеке такая замечательная возможность предоставляется. Это бесплатно, поэтому обязательно обращайтесь, и специалисты библиотеки вам также помогут в помощи нужной информации. Ну и, конечно, каждый из вас может абсолютно бесплатно пройти обучение системе Консультант Плюс, после которого вы получите сертификат. Если заинтересовало, вы можете обратиться 29 15 51, наш номер телефона, 29 15 51. Скажете, что хотите пройти обучение, и мы уже с вами индивидуально договоримся. Вот это все, что я хотела сказать. Спасибо вам за внимание и хорошего дня. Спасибо, Екатерина. Да, как раз с уст сняли о том, что в Национальной библиотеке действительно есть возможность, да, получить эту информацию Консультанта Плюс бесплатно, так что приходите, у нас есть определенно отведенные залы, и даже в этом зале, если будет свободно, вы можете также позаниматься. Но сейчас, если вопросов да, к Екатерине нет, да, то мы, наверное, перейдем и пригласим Полину Николаевну. Да, заместитель руководителя управления, начальник отдела защиты конкуренции и контроля рекламы КОНИ УФАС России. Здравствуйте, я без презентации, у вас тут так все серьезно, но тем не менее.
Постараюсь как-то доступно объяснить, что вообще, что мы рассматриваем, в чем вообще заключается недобросовестная конкуренция. Ну, я думаю, здесь уже коллеги рассказали о том, что любые результаты индустриальной деятельности использовать нельзя. Да? Незаконно использовать, вводить такой товар и услугу в оборот, это незаконно. А вообще, чем же занимаемся мы, когда это будет именно недобросовестной конкуренцией? Здесь, конечно, существует ряд условий. Хочу сразу отметить, ну, по моему мнению, дела по недобросовестной конкуренции, именно касающиеся незаконного использования интеллектуальной собственности, товарных знаков, коммерческих обозначений, они, я бы их назвала штучными. У нас их немного, если одно дело в год, это очень хорошо. Вот. И у других коллег примерно так же. Вот. Они сложные в доказывании, объясню почему. Вообще, что такое недобросовестная конкуренция и когда можно обратиться именно в антимонопольный орган, когда мы можем применить меры антимонопольного реагирования. Вообще понятие такое, что это любые действия хозяйствующего субъекта, которые направлены на извлечение каких-либо преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. Они обязательно должны противоречить законодательству, а также принципам добропорядочности, разумности, справедливости. И обязательно мы должны доказать наличие ущерба хозяйствующему субъекту, конкуренту, либо причинение вреда деловой репутации. И основным признаком здесь является, и очень часто на этом этапе мы отказываем в рассмотрении заявлений, это что хозяйствующие субъекты не являются конкурентами на одном товарном рынке. Вот у нас тоже недавно было дело, есть зарегистрированный товарный знак, но лицо осуществляет деятельность, ну, например, скажем, там, где-нибудь в Москве. И примерно такое же коммерческое обозначение использует субъект, который осуществляет деятельность на территории города Сыктывкара. У них нет онлайн-продаж, каждый осуществляет в своем регионе, покупатели здесь, потребители Республики Коми, там потребители города Москвы. И, соответственно, да, они реализуют один вид товара, одну услугу, но они не являются хозяйствующими субъектами на одном товарном рынке. То есть они друг другу покупательский приток никак не могут перекрыть. Я действую в Москве, ты действуешь в Сыктывкаре, извини, мы с тобой не конкуренты. Тут нас суд тоже полностью поддерживает в этом вопросе. Поэтому это очень важный элемент, очень много заявлений. На этом этапе мы отказываем в рассмотрении таких заявлений. Обязательно, ну, противоречие законодательству, я думаю, это понятно. В принципе, если ты используешь чужой товарный знак, это, в принципе, уже противоречит требованиям гражданского законодательства. Очень важно, как раз-таки касается именно товарных знаков, коммерческих обозначений, это причинение убытков или вреда деловой репутации. Тут нам очень важно доказать, что хозяйствующий субъект, конкурент, он умышленно осуществляет эти действия, то есть доказать умысел и направленность на этот умысел. Вот недавно у нас тоже было дело, мы не дело заявления, мы отказали, в суде у нас устоялось, у нас есть такая, возможно, вы слышали, есть такая организация ювелирная, точка Адамас Коми. Она где-то то ли в Авроре, то ли в Парме, я не помню. У них, вывеска у них Адамас, у них коммерческое обозначение, товарный знак не зарегистрирован. И они какого Адамас Коми, по-моему, зарегистрированы, да. И тут, оказывается, есть ювелирная сеть, которая тоже зарегистрировалась как Адамас. И они зарегистрировали твой товарный знак, но товарный знак был зарегистрирован, по-моему, в начале 2022 года. И вот они обращаются к нам и говорят, вот посмотрите, они используют наш товарный знак, он у нас зарегистрирован, они его используют, привлеките их к административной ответственности. Мы тоже отказали, почему? Нам Адамас Коми говорит, а мы существуем, ну, грубо говоря, уже 10 лет, мы вообще знать не знаем, что они зарегистрировали свой товарный знак, и они предоставили, вот правильно вы сказали, нужно сохранять все договоры, все свои рекламные макеты по возможности, все, чтобы они могли доказать. Мы говорим, мы вообще не знали о существовании. А у Адамаса, которая федеральная сеть, они из Республики Коми, у них нет точек офлайн, они только онлайн осуществляют продажи, у них там пару продаж за 2022 год. И мы говорим о том, где умысел. Хозсубъект понятия не имел о том, что такое вообще юридическое лицо существует. Нас суд поддержал и действительно указал на то, что
в принципе, это не является недобросовестной конкуренцией. Поэтому вот эти все признаки, наличие конкурентных отношений, наличие противоречия законодательству и самое главное причинение знания о том, что такой товарный знак или коммерческое обозначение существует и его незаконно используют, мы обязаны доказать. Это не так-то просто, но если это получается, то штрафы у нас не маленькие, от 100 тысяч до полумиллиона. И если незаконно, если, например, зарегистрировали этот товарный знак, вы знаете, что он зарегистрирован, и вы идете и регистрируете похожий, такое тоже бывает, то там уже оборотный штраф в размере от суммы выручки, и штрафы очень большие. Поэтому просим обращать на это внимание. Мы работаем всегда по заявлению, то есть обращается к нам потребитель, все это описывает, мы все сами доказательства собираем и, соответственно, принимаем соответствующее решение. Поэтому обращайтесь в антимонопольную службу, все рассмотрим. Так скажем, если будет нарушение, мы обязательно примем меры антимонопольного реагирования. Всем спасибо. Ко мне вопрос. Да, пожалуйста. Вот про последний как раз случай, который вы сказали, что зарегистрировали такой же, и оборотный штраф. Ну, то есть, как бы, если рассматривать практику регистрации товарных знаков, то есть, условно, такой же товарный знак не зарегистрирует. То есть, Не обязательно товарный знак. есть- Либо товарный знак, либо коммерческое обозначение, Ну да. либо фирменное наименование. То Тогда есть, да. в принципе, регистрация, смотрите, вот- не обязательно. То есть, условно, Нет, можно- регистрация обязательно. Нет, если Ну, вы в просто... какой-то статье. Нет, смотрите, если вы просто используете, у вас, например, есть фирменное наименование, вы его просто используете, оно у вас нигде не зарегистрировано. Это часть первая. А если вы его зарегистрировали официально, это часть вторая. То есть сам штраф, и первым это от 100 тысяч, второе это оборотный штраф. То есть должна быть обязательно регистрация каким-либо образом. Вот если она есть, тогда штраф оборотный, ой, я не помню там, ну в общем в зависимости от суммы выручки. Если сумма выручки маленькая, повезло, штраф будет минимальный. Если сумма выручки большая, то немножечко не повезло. Но там различные обстоятельства учитываются, еще смягчающие, отягчающие. Это очень сильно влияет на размер суммы штрафа, не только по недобросовестной конкуренции. Наверное, нужно посмотреть практику. Нет, Конечно. чтобы, как бы, Нет, вот смотрите, есть у вас товар, вы зарегистрировали товарный знак официально, пошли его и зарегистрировали, да? Либо вы знаете, что кто-то использует коммерческое обозначение, вот это, я не знаю, ромашка, вы знаете, что он его использует в рекламе, у него есть сайт, он 10 лет на рынке, и вы идете и сознательно регистрируете точно такой же, ну, понятно. вот да. вы идете и регистрируете, и будет доказан умысел. Это очень сложно, но если это будет, вот тогда это оборотный штраф. А если просто вы незаконно используете чье-то некоммерческое обозначение, чье-то коммерческое обозначение, это уже, Хорошо, я поняла. вот это уже именно тот момент Это регистрации. условно обратная сторона из истории с Адамасом, если бы они доказали, как вы Ну, у зарегистрировали. них, не видите, у Адамас Коми у них не зарегистрировано, понимаете? Вот смотрите, вот у Адамаса, они называются ювелирная сеть, у них сейчас есть возможность пойти, если они пойдут в суд по интеллектуальным правам, они выиграют, потому что у них зарегистрированный товарный знак. Но мы говорим с точки зрения недобросовестной конкуренции. Нарушение гражданского законодательства, да, если суд это установит. Нарушение добросовестной конкуренции, извините, нет. Это разные составы, поэтому это важно, когда вы его приобрели, как вы его используете и так далее и тому подобное. Вот у нас 2 последних года были дела такие, что есть бизнес, есть, например, коммерческое обозначение. Вот его везде используют, в вывесках, в рекламе, оно на сайте. По каким-то обстоятельствам стороны расходятся. Ну вот один пошел в один бизнес, вот, ну решили больше не делать. Другой создает точно такой же бизнес и берет и использует это коммерческое обозначение. Первый раз мы его оштрафовали, сказали, так делать нельзя. Он идет на следующий год и регистрирует фирменное обозначение, прям ООО, и включает вот это вот коммерческое обозначение туда, в это слово. Извините, заплатите 200 тысяч рублей в бюджет, как говорится. Вот. В судах это все устаивается, ну, по крайней мере, все, что я сейчас сказала, это все прошло через суды. В принципе, нас суды поддерживают. Поэтому вот, да, в каких-то моментах это может быть нарушение, использование товарного знака коммерческого обозначения, и это противоречит Гражданскому кодексу, но не всегда это будет недобросовестная конкуренция. Вот так. То есть должны соблюдаться определенные параметры.
Спасибо. Полина Николаевна, еще вот такой вопросик интересный. Была ли у вас в практике такая ситуация? Ну, в моем понимании, понятно, что хозяйствующий субъект, ну, наверняка не пойдет регистрировать точно такой же абсолютно фирменный знак, допустим, как с крупным игроком на рынке, допустим. Потому что обычно известный бренд, он интернациональный, то есть он доминирует на каком-то рынке изначально. А вот была ли такая практика, когда иной хозяйствующий субъект регистрировал фирменный знак по мотивам этого товарного знака, то есть до степени смешения, но они, вот если посмотреть, эксперт скажет, что они в принципе различаются. Были ли такие споры? У нас есть соглашение с Роспатентом. Когда возникает такое, мы все туда это шлем. Вот у нас такое было, может, вы слышали, автозаряд. Есть такая. Вот у них авто, З, популярная сейчас З, да, ну понятно, чтобы было, заряд. И у них вот автозаряд, они назывались там надежные ребята. У них было, они это используют везде, в вывесках, в рекламе, вообще везде это используют, то есть это их идентификация была. Соответственно, тут появляется фирма, которая использует такое же коммерческое обозначение автосила. Авто, С большая и сила. У одних синим цветом, у других красным цветом. Стиль абсолютно одинаковый, вот это вот выделение буквы, да, посерединке одинаковые, и, соответственно, было такое разбирательство. Да, это вот как раз-таки сходное до степени смешения. И они доказывали, собственно, заявители, очень много здесь зависит от заявителя, которые предоставляли документы, когда они изготовили баннер, когда они арендовали помещение, на котором у них размещена эта вывеска. Роспатент нам дал заключение, что да, они сходны до степени смешения, поэтому использовать это нельзя. И, соответственно, в судах это все у нас прошло, тоже они это поменяли. И автозаряд как-то поменяли, они, по-моему, просто стали по-русски называться автозаряд, а автосила, я сейчас не вспомню, что там было, да, тоже до степени смешения, тоже. Ну и мы всегда, когда вот такой вопрос возникает, когда есть товарный знак схожий до степени смешения, у нас есть соглашение, мы направляем в Роспатент, они нам дают заключение, и мы привлекаем к административной ответственности, выносим предписание о прекращении таких действий. А вот у меня такой вопрос. Вы сказали, там максимум одно делать. Вот, да, сколько заявлений? Ну, вообще по недобросовестным, давайте начнем с того, что состав по недобросовестной конкуренции определенно выделенных это 7, плюс еще любое действие, в принципе, может быть признано недобросовестной конкуренцией, если оно подпадает. Заявлений, ну, я вам сейчас так не могу сказать. Ну, много, не знаю. 10 до 100? Ну, нет, 10 больше. 10 это в месяц, если. Да. Ну, не знаю, 30, по-разному. Сейчас недобросовестная конкуренция, она, знаете, такая цикличность у нее есть, в том плане, что какой-то регион сформировал какую-то практику, все об этом узнали и начинают везде писать. Сейчас очень много практики, связанной с управляющими компаниями, но я не буду, она вообще не из этой темы, и, соответственно, очень много заявлений. А очень много заявлений на том этапе, что мы действительно отказываем, что они конкуренты. Вот опять же, я вам говорю, может быть зарегистрированный товарный знак «Ромашка», но один продает пиломатериалы, а другой продает постельное белье в Сыктывкаре. Ну извините меня, да, это нарушает гражданское законодательство, безусловно. Является ли это недобросовестной конкуренцией? Нет. Потому что они не хозяйствующие субъекты конкуренты. И вот таких ситуаций бывает достаточно. То есть вроде бы лицо думает, ну все, ну это недобросовестная конкуренция. А вот оказывается, как вот и ювелирная сеть, к моему большому сожалению, эта ювелирная сеть вот по Адамасу, они написали в разные территориальные органы, и некоторые признали это недобросовестной конкуренцией, но я думаю, там ситуация другая. Возможно, кто-то действительно стал использовать позже, да, например, чем был зарегистрирован товарный знак. Может быть, там у них есть офлайн-точки, например, вот у этого у федеральной сети, например, есть офлайн-точки, они торгуют очень давно, и, например, в том регионе это будет недобросовестная конкуренция. У нас собственно, суд как раз-таки нас поддержал на том основании, что у лица не было никакого умысла. У него нет умысла причинить вред деловой репутации другого хозсубъекта, либо причинить какой-то ущерб. То есть вот так. Да. Поэтому обращайтесь, пишите. Вся судебная практика у нас на сайте, в Консультант Плюс выложена.
Да, большое спасибо Консультант Плюс, вам вся. Да, в принципе, решения антимонопольных органов сейчас все есть в Консультант Плюс, они обезличены, но они все есть. Спасибо большое, Полина Пожалуйста. Николаевна. Так, разрешите Да. я... Да? Да. У меня рассмотрение. А мы, если вопросы уже исчерпаны, да, передадим слово, получается, Виктории Игоревне. Старший инспектор применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления МВД по Республике Коми. Благодарю. Спасибо за возможность поучаствовать в таком замечательном мероприятии, приуроченном к празднику. Значит, коллеги достаточно уже много сказали. Отдельно благодаря Консультант Плюс мы тоже как органы госвласти с удовольствием пользуемся данной системой, она нам очень помогает, вот, чтобы защитить права граждан. Да? Вот. Ну, значит, продолжим тему. Итак, значит, с чего все-таки начинается защита интеллектуальных прав, да, у нас? С возникновения и закрепления, собственно, этих прав. Значит, мы хотим, если мы реализуем собственный товар, мы хотим, чтобы он стал узнаваемым, да, вот, чтобы покупатель мог, условно, в магазине на полке выбрать именно наш товар, да, поэтому нам необходимо создать товарный знак, чтобы он стал узнаваемым. Для этого мы, как уже говорили, обращаемся в Роспатент, вот, для его регистрации. Значит, для этого, значит, что из себя представляет товарный знак? Он может быть словесный, графический, цветовой, шрифтовой или комбинированные какие-либо элементы. И, значит, с этого года у нас обращаться в Роспатент имеют право не только индивидуальные предприниматели и юридические лица, но и физические лица для регистрации своего товарного знака. Вот. Необходимо знать, что на территории Российской Федерации регистрируют именно товарный знак. Не бренд, не марку, не логотип, именно товарный знак. Значит, защищать свои права, значит, пострадавшая сторона может как в гражданском порядке, да, обращаться, так в административном и уголовном порядке. Значит, правообладатель вправе требовать возмещения как реального ущерба, так и упущенной выгоды. Сказано более подробно ранее. Да? Споры разрешаются чаще всего в арбитражных, иногда в мировых судах. Так, с чего же начинается, скажем так, деятельность именно органов внутренних дел по защите, значит, скажем так, товарных знаков, да? Или, как мы еще говорим, незаконное использование средств индивидуализации товаров. Сотрудник органов внутренних дел может выявить как самостоятельно данные нарушения, так и при обращении граждан или организаций. Значит, к нам также поступает информация от правообладателей или представителей данных правообладателей. Значит, у нас есть такие примеры, как многолетнее сотрудничество с такими представителями правообладателей, как Шмидт, Орлов, Шеварев, партнеры ОТК, которые присылают нам информацию о том, что они являются представителями правообладателя, значит, имеют право подавать заявления, участвовать в административном уголовном судопроизводстве, значит, дают справку об ущербе, проводят экспертизы бесплатные для органов внутренних дел, что для нас тоже очень важно. И, значит, вот в таком тандеме получается более эффективно защищать права интеллектуальной собственности. Хочу привести такой небольшой пример. Буквально в апреле этого года в связи с санкционными давлениями на Российскую Федерацию некоторые правообладатели ушли, а некоторые продолжают работать и даже более интенсивно и настойчиво заключают, значит, договоры. Значит, международная компания ЭКО заключила договор с обществом ограниченной ответственностью «Экорос» на исключительное распространение товаров. Значит, в соответствии с чем «Экорос» у нас является единственным распространителем товаров по торговым знакам «Эко» на территории Российской Федерации. Вот. Может быть, кому-то интересно, потому что владельцем ЭКО является компания, которая находится в Дании. Значит, а вообще этот товарный знак у нас уже используется в России, представлен, да, с 1984 года. Это достаточно богатая история. Значит, в соответствии с соглашением правообладатель уполномачивает дистрибьютора использовать лицензионные знаки, принадлежащие ЭКО, на территории Российской Федерации для цели реализации своих прав
и исполнения их обязанностей. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации. И отсутствие запрета не является согласием. Да? Очень для нас это важный момент. Вот. Значит, дальше у нас идет, что согласно статье 15 Налогового кодекса товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходные с ним до степени смешения, обозначения не являются контрафактными. Сразу же, да, мы говорим об этом. Вот. В случае выявления таких товаров, значит, представители правообладателя берут на себя все расходы по оценке, проведению экспертиз, составления заявлений и участия в судопроизводстве. Как же выявляем мы данные правонарушения? Сотрудники органов внутренних дел. По сообщению, значит, мы выходим на место происшествия. Значит, чаще всего у нас в Республике Коми выявляются товары именно одежда, обувь, сумки. Чуть реже это может быть игрушки, солнцезащитные очки, аксессуары различные. Вот. Значит, мы выходим на место происшествия, магазин, торговая точка, да, и сразу же у продавца просим разрешение от правообладателя на реализацию. Если же такого разрешения не имеется, то товар изымается и направляется на экспертизу. Экспертиза может проводиться как в оригинале, то есть саму продукцию мы направляем, так и при использовании протокола осмотра места происшествия. Значит, экспертиза проводится как в Республике Коми у нас в экспертно-криминалистическом центре, так и вот с правообладателями. Значит, продукция, которая признана контрафактной, она подлежит уничтожению. То есть работа непосредственно, особенно мы не только, как говорится, выявляем, пресекаем, да, правонарушения, но в том числе и профилактируем. С лицами, которые допускают, мы им разъясняем и нормы законодательства, объясняем в том, что вы же, когда приобретаете товар, вы вкладываете свои деньги. В принципе, если вы это из года в год занимаетесь этим бизнесом, вы уже знаете правообладателей и прочее, прочее. И вы понимаете, что если вы приобрели контрафактный товар, и он подлежит уничтожению, то вы просто потеряете свои деньги, которые вы вложили в приобретение этого товара. Вот. Поэтому данная работа привела к тому, что за 2022 год у нас выявлено всего 18 административных правонарушений по статье 14.10 Кодекса административных правонарушений. Вот. Все по части 2. Вот. За 2021 год таких было 124. Поэтому вот, говорю, деятельность не только пресекательная, да, но и профилактическая с нашей стороны. Готова ответить на поставленные вопросы, если такие возникают. Правонарушения, они, как сказать, в Республике Коми вот городские или все-таки больше районы участвуют? Как есть? Да, действительно, больше всего, конечно, это города на Республике нашей Коми, потому что мы сами понимаем, что здесь оборот больше, поэтому стремятся в города. В районы приезжают в основном, ну, что-то такое привозное в виде ярмарок, да. Вот, конечно, мы здесь тоже нацелены, и уже кто к нам приезжает, они это делают из года в год, они знают, что мы их обязательно проверим, да, потому что в маленьких районах, но все равно мимо центральной площади сотрудник полиции не пройдет. Вот. И сейчас мы уже говорим о том, что да, уже стали более ответственно к этому подходить. Да. Статистика это показывает. Да, статистика показывает, что более ответственно. Они уже считают, что лучше я привезу качественный товар, пусть без какого-то узнаваемого товарного знака, вот, и у меня его купят. И этот покупатель придет ко мне еще и в следующий сезон, да, вот, и так далее. Чем я привезу что-то, какую-то подделку, у меня еще изымут, да еще и штрафуют, да еще и покупатель останется недоволен. Вот, поэтому вот такая работа у нас проводится. Спасибо Вот, большое. у меня еще пару вопросов. Ну, вот это снижение, это вы ну, ассоциируете прежде всего с вот, пропаганда, всего хорошего. Да, профилактика, извините, мы слово вылетело. Вот именно с профилактическими мероприятиями? Или просто это такое колоссальное различие? Ну, колоссальное различие, но потому что, я говорю, у нас оно не оставалось на направлении без внимания. Вот. Постоянно вот. Да, и плюс еще огромное спасибо представителям правообладателей, которые всегда с нами на связи, всегда готовы оказать консультативную, методическую помощь. Вот. И когда предприниматели увидели, что не получится остаться безнаказанными, вот, поэтому решили работать в правовом поле.
Ага. А много вот таких, ну, именно что вы сказали, вот про представителей правообладателей, с которыми вы сотрудничаете? Прям Ну вот я вот несколько вы перечислила, да, самое вот основное. несколько. Да, ну это самый основной, кто с нами сотрудничает. Ну и в течение 2022 года к нам также присоединились такая компания, представила информацию, как Власта Консалдинг, Луиджи Лаваце. Ведь дело в том, что они тоже мониторят, вот здесь даже была эта затронута тема, какой товар заходит в Республику Коми. Да? Вот, соответственно, они это мониторят и нам присылают информацию. Вот только-только в ленте появилась кофе Луиджи Лаваце, тут же нам пришло обращение от этой компании, что мы являемся представителями, и нам прислали признаки контрафактности. Вот. Соответственно, здесь для нас это очень важно, признаки контрафактности, чтобы тоже, если это оригинальный товар, просто так его не изымать, потому что здесь неприятно, да, то есть не происходит оборота товара, человек не получает свои деньги, и это неприятная процедура потом по возврату, да, если там его оригинально признали. Вот. Поэтому тандем дает очень хорошие результаты. Нет нарушений со стороны тех, кто продает товар, ну и с нашей стороны, соответственно, тоже мы стараемся прежде всего, конечно же, чтобы все наши решения были законные и обоснованные. И еще у меня один вопрос, спасибо большое. Вот что касается контрафакта, вы рассказали, а вот что касается статьи 7.12 пока... Ну, 7.12 у нас более подробно мой коллега ответит. Ну, больше, конечно, в уголовном разрезе. Но я хочу сказать, что 7.12 у нас в Республике Коми, это, вот как выразились, штучный товар, да, единичный. Вот. Ну, вот так вот складывается именно у нас практика. Потому что у нас тихая, спокойная республика, граждане на другом, да, там, слизная отрасль очень развита. Поэтому 7.12 не столь актуально для нас. Но вот у нас, например, вот были случаи, когда к нам приходили, не знают люди, куда идти. И приходили просто обычные люди и говорили, вот, например, крупное предприятие использует мою фотографию, вот она была снята тогда-то, там вот, если что, нас нам отправлять к вам, да? Конечно, человек может обратиться с заявлением, мы его рассмотрим в установленный законным сроком. Да, все хорошо. А мы перенаправим. Да, спасибо большое, Виктория Игоревна. Спасибо. Если вопросы остались, теперь я приглашу Павла Александровича, заместителя начальника Следственного управления МВД по Республике Коми. И он выступит с докладом «Вопросы интеллектуальной собственности в аспекте уголовного законодательства». Да, уважаемые друзья, уважаемые участники семинара, приветствую вас. Для начала хотел бы привести немного статистики. Она прям не такая пугающая. И вообще весь мой доклад не прошу ориентировать на какие-то снижения ваших инициатив, на открытие чего-то, использование чего-то. Вот, просто запитывайтесь информацией перед новыми направлениями, скажем так. Вот, в 2022 году органами, осуществляющими предварительного расследования, возбуждено 6 уголовных дел по незаконному использованию средств индивидуальных товаров. Это города у нас Печора, Ухта, Сосногорск. И в 2023 году у нас возбуждено одно уголовное дело, это по городу Ухта. Основные статьи какие идут? Основные статьи это 146-я, это нарушение авторских и смежных прав, и статья 180, это незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг. Но 146 уже довольно-таки давно не было, а 180-я она активно используется, потому что они идут в совокупности с статьями, как незаконное предпринимательство, использование немаркированных товаров, работ, в основном товаров, это алкоголь, сигареты. Вот 180 это всегда спутник этих составов. То есть если выявляется немаркированный алкоголь с отсутствием акцизных марок или сигареты, то правообладатель тут как тут. Зачастую это партии кумулятивных товаров, то есть здесь идет различные бренды непосредственно, поэтому совокупный, скажем так, ущерб от незаконного использования исчисляется там миллионами рублей. Вот, это все у нас и штрафы, и взыскания, и взимания, потому что в силу статьи 161 прим. 1 УПК мы обязаны обеспечивать обеспечение гражданских исков возможных, поэтому мы арестовываем все имущество, имеющее у предпринимателей, дабы возместить процессуальные издержки и непосредственно те убытки, которые были причинены правообладателю. Что у нас предусматривает статья 146?
Значит, ну, необходимо сказать, что, во-первых, по части 1, 146 и 180 это у нас дела частно-публичного обвинения, и возбуждаются они только по заявлению потерпевшего, то есть либо сам непосредственно правообладатель, либо представитель пишут заявление, указывают размер суммы ущерба, мы рассматриваем и, соответственно, принимаем решение, возбуждать или не возбуждать уголовное дело. Части 2 и 3, 146, это дела публичного обвинения, возбуждаются на основании информации самими правоохранительными органами. Значит, 146 статья у нас предусматривает 3 части. Первая — это присвоение авторства, плагиат. На моей практике таких составов не было вообще. Значит, крупный ущерб необходим для данного состава, это свыше 100 тысяч рублей. Часть 2 — это незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров, произведения или фонограмм в целях сбыта, совершенный в крупном размере, сумма которого также должна превышать 100 тысяч рублей. Значит, данное деяние у нас наказывается лишением свободы на срок до 2 лет. Это первая, соответственно, статья, вернее часть данной статьи, где появляется реальное наказание в виде лишения свободы. Ну и часть 3, деяния предусмотрены частью 2, если они совершены группой лиц, организованной группой или в особо крупном размере. Это у нас сумма ущерба свыше 1 000 000 рублей. Либо лицом с использованием служебного положения. А кто у нас служебное положение? Это директор организации. То есть, по сути, непосредственно руководитель компании, который совершает данные действия. Тут уже у нас идет лишение свободы до 6 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей. Значит, если брать вообще совокупность действий непосредственно, то данные преступления, их расследования, они регламентируются у нас постановлением Пленума номер 14 Верховного Суда от 26 апреля 2007 года. Данный пленум у нас регламентирует порядок расследования уголовного дела, обстоятельства установления, что необходимо выяснять, какие моменты выявлять в рамках расследования уголовного дела. Но, как бы изучая тематику и расследуя данные дела, в принципе, приходим к тому мнению, что если брать базовый принцип, да, как бы вот основное, это запрещено все практически. То есть как бы любое использование товарных знаков, фонограмм, если оно кому-то принадлежит, непосредственно если это не русские народные песни, сказки и фольклор, скажем так, то зачастую их использовать в коммерческой деятельности запрещено без разрешения непосредственно правообладателя или его представителя. У нас есть большие общества, это типа РАО, российские авторское общество, да, оно консолидирует в себе довольно-таки большой объем, я посмотрел, там непосредственно есть как бы у них прайсы на определенные категории видов предпринимательской деятельности, как бы, и они готовы заключать, они, кстати, являются зачастую инициаторами проверок, вот особенно в части фонограмм, в части озвучивания. То есть они довольно-таки активно это действуют. Сейчас уже, конечно, идет снижение, то есть, ну, немножко сделаю ремарку. Очень большая часть, как бы вот именно пленума, это контрафакт, конечно же. То есть защита, ну, сейчас уже это не развито, наверное, как бы я, по крайней мере, не вижу. Это компакт-диски раньше было очень много контрафактных, очень много. И непосредственно товарные знаки, которые использовались на предметах одежды, которые сопутствуют непосредственно с именно производственными направлениями, то есть там тоже то же самое Adidas, это одежда, то есть как бы, ну, на производство древесины у нас Adidas никто лейбл не ставит, поэтому как бы именно здесь непосредственно связанное с сопутствующим производством. То есть, если брать как бы момент, что у нас объектами авторского права не являются официальные документы, законы, переводы, символы, флаги, гербы, ордена и денежные знаки. То есть как бы на них у нас авторского права нет. Значит, основными способами нарушения авторских и смежных прав у нас является распространение нелицензионных контрафактных экземпляров, ну, фонограмм, как я уже озвучивал. Значит, воспроизведение, изготовление контрафактных экземпляров фонограмм, распространение и установка программных продуктов ЭВМ, ну, как бы это сейчас у нас есть. То есть, особенно вот в виде компьютерной помощи, как бы тоже занимаемся этими вопросами, непосредственно установка программного обеспечения, приходящего к вам мастера, который вам за 500 или 1000 рублей восстановит полностью систему, установит Windows, Office, сопутствующие программное обеспечение, Corel, Adobe, совокупный объемчик, который предусматривает там, ну, порядка до 1 000 000 рублей. У нас вот на моей практике был предприниматель недавно, который попросил установить ему программное обеспечение. Один из предприятий
Ему установили корпоративную версию на 999 пользователей, стоимость которой 15 миллионов рублей. Вот, сразу скажу, что вопрос ответственности предпринимателя будет также рассматриваться, поскольку понимание объема и понимание ситуации, в том числе это и ваша ответственность. Вернусь сразу же к первому моменту, что вы должны уточнить, есть ли право на установку, есть ли документы. Если вы все это не спрашиваете, тогда вы, скажем так, косвенно понимаете, что вам за 1500 рублей ставят огромное количество софта, который столько не стоит. У нас в наше время распространение информации и доступность ее, посмотреть стоимость тех или иных программных продуктов, не составляет сложности. То есть тот же самый Windows, который Microsoft обратно вернулся у нас, базовый пакет 10 тысяч рублей. То есть непосредственно. Мы не говорим про OEM-версии, которые идут у нас сразу предустановлены непосредственно, если вы обращаетесь или занимаетесь бизнесом по установке программного обеспечения. Будьте, скажем так, пусть будет внимательными. Так, значит, что у нас идет непосредственно дальше? Если брать ситуацию с введением в оборот именно каких-то либо вещей, то у нас, если вы приобретаете это законным образом, в принципе, в части товаров, работ, услуг, как уже озвучивал мой коллега, и занимаетесь их перепродажей, то законодатель в этом плане указывает на то, что перепродажа в принципе не запрещена. То есть если это официальный бренд, официальная вещь, соответственно, вы ее дальше реализуете в своих точках, то, соответственно, именно пленум по этому поводу он это не запрещает. То есть, если вы купили, пусть будет это доморощенный, Adidas или кроссовки, вы их также оригинальные продаете, или оригинальные фонограммы продаете в своих магазинах, то вы уже заплатили роялти, когда вы это купили первый раз. То есть, это просто идет дальше в оборот, там уже, соответственно, ваши наценки, накрутки в виде получения прибыли. Судебная практика у нас идет, в принципе, в позиции, как я уже сказал, что довольно-таки много запрещено. Озвучивалось, смотрел тоже, когда готовился к докладу, по регионам имеется у нас, в части, как пример взял, владелец у нас кафе, взял денежные средства, что около 500 рублей за установку песни на праздники. Соответственно, данный факт был зафиксирован. У нас представитель правообладателя выставил ущерб 700 тысяч рублей, год лишения свободы. Поэтому в этом моменте тоже без разрешения. То есть хотите что-то воспроизводить, особенно аудио, пожалуйста. У нас одно время, наверное, не совру, года 3 назад активно действовали представители на территории Республики Коми, скажем так, этих консолидированных правообладателей, которые ходили у нас по кафе, ресторанам, барам, магазинам, где звучало, скажем так, авторские композиции. И, соответственно, предлагали заключить договора, особенно это крупные центры торговые, где звучали непосредственно эти фонограммы. Торговые центры какие-то соглашались, какие-то переходили на категорию фоновой музыки, заключали договора или брали с открытых источников. Непосредственно запускали эти фонограммы уже на своих арендуемых или собственных площадях. Значит, если брать непосредственно по составу, то у нас 146-я это состав формальный. Преступление у нас окончено с момента незаконного использования авторских объектов, авторских и смежных прав в крупном или особо крупном размере. Как уже привел пример, песенку поставили, 700 тысяч рублей, это, соответственно, у нас крупный ущерб. Вторая часть сразу. Так, значит, лица у нас привлекаются к уголовной ответственности, достигшие 16-летнего возраста. Если это специальный субъект, как я уже озвучивал, служебное положение, то, соответственно, руководитель предприятия, это уже и тяжесть совсем другая. Так, про программное обеспечение я сказал. Значит, на что нужно обращать внимание? Тоже программное обеспечение, это либо официальные источники приобретения, сайты, соответственно, магазины, все так же продают коробочные версии, боксовские, сертификаты, чеки. Соответственно, если у вас сетевые версии, количество пользователей должно совпадать с тем количеством, которое у вас в программном обеспечении установлено. И, соответственно, не должно быть,
скажем так, несоответствие, это именно той версии, которую вы купили, и то, что у вас установлено. Если у вас там системный администратор резко решил улучшить характеристики софта, как бы, но, соответственно, как бы, здесь вопрос будет тоже и к руководителю. Так, значит, давайте как бы перейдем, наверное, к 180-й. Уже у нас непосредственно, у нас 4 там части находятся в этой статье. Это незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания и места происхождения товаров. Значит, если это деяние причинило крупный ущерб, сумма которого это у нас 250 тысяч рублей, наказывается у нас лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Вторая часть – это незаконное использование предупредительной маркировки, если не зарегистрировано. Тоже крупный ущерб 250 тысяч рублей и справ работы до 1 года. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 совершенной группой лиц по определенному сговору, 4 года лишения свободы. И часть 4 организованная группа, срок до 6 лет. Наступает уголовная ответственность у нас в тех случаях, когда совершено неоднократно. Это обязательное условие. То есть это 2 и более раза вы эти действия совершаете. Используете, размещаете. Непосредственно данные факты фиксируются. Это либо административное направление, либо просто факты есть как. И, соответственно, когда вы это делаете 3-й раз, вы привлекаетесь к уголовной ответственности. Поэтому лучше не испытывать судьбу и даже первого раза это не делать. Как бы. Так, значит, как уже указывалось, у нас регистрацию товарных знаков производит Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам, Роспатент. Залазил к ним вчера на сайт, довольно-таки понятен, можно посмотреть, какой товарный знак ему принадлежит. Ну, как еще раз повторюсь, мы живем в веке информационных технологий, поэтому посмотреть, что и кому и где, не представляется возможным, довольно-таки просто. Соответственно, говорить о том, что я не знал или я не понимал, как бы вопрос как бы вас так сильно не защитит. Соответственно, без государственной регистрации исключительное право на товарный знак в России может возникнуть лишь в силу международной регистрации, если товарный знак является общеизвестным. Обладателю исключительного права на товарный знак выдается охранный документ, свидетельство на товарный знак. Если у вас есть договора, если у вас есть соглашения, соответственно, эти моменты, они вас просто банально защищают. Поэтому в силе деятельности, как говорится, больше бумаги, которую вы, соответственно, можете потом предъявить либо правоохранительным органам, либо защищая свои интересы в суде. Потому что правообладатели, скажем так, ну, пусть выражусь, запускают в регионы сопутствующие организации, которые просто-напросто это все проверяют, перепроверяют, смотрят на вывесках бренды, смотрят, чем вы торгуете, соответственно, предлагают заключить лицензионные соглашения, соглашаетесь, соответственно, платите. Не соглашаетесь, тащат в суд, если сумма большая, то, соответственно, тогда идут в правоохранительные органы. Ни для кого не секрет, что как конкуренция, это то же самое давление на конкурента. Обращение в правоохранительные органы, соответственно, есть определенная процедура, это вызовы, объяснения, изъятия, экспертизы, изъятие носителей информации. То есть мы как бы не в силу своего желания, а в силу исполнения своих обязанностей можем на какое-то время заблокировать всю вашу деятельность из-за какого-то лейбла, который висит у вас на вывеске и не имеет надлежащего, скажем так, соглашения с правообладателем. Особенно если вы занимаетесь, скажем так, что защита, да, товарного знака. Это бренд, под которым работает производитель или правообладатель, и он предусматривает качество. То есть если еще тем более вы реализуете контрафакт, то, соответственно, это идет как удар по потребителю, который видит бренд, идет и хочет купить именно то качество. Ну и, соответственно, по правообладателю и производителю, который теряет и прибыль, и у него идет вред деловой репутации. Как бы расчеты эти правообладатели приводят, как бы они довольно значительны, как я уже озвучивал, там 1 000 000 рублей. Недавно у нас была ситуация, предприниматель у нас был осужден. Ну, правда, я еще раз повторюсь, в совокупности с незаконным сбытом алкогольной и табачной продукции. Ну и по 180 тоже. Проведена была экспертиза, табак не тот, на пачках, соответственно, бренд непосредственный, акцизов нет, лишение свободы 6 лет там далее.
Так, значит, под незаконным использованием товарного знака что понимается? Это на товарах, этикетках, упаковках, при выполнении работы оказания услуг, на документации, в сети интернет. Все эти моменты, соответственно, мы смотрим. Также в первую очередь как бы проверяем, ну и, соответственно, каждый этот момент затребуется документ. Нет документа, знали, у вас прямой умысел, соответственно, привлечение к уголовной ответственности. В части знаков охранных он у нас помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы R или латинской буквы R в окружности, либо словесное обеспечение товарный знак. Если не зарегистрирован на территории Российской Федерации, вы выставляете рядом с своим брендом ответственность при причинении, соответственно, такого же вреда. Судебная практика, как уже повторюсь, также идет по пленному. По России она довольно-таки однообразна. Есть там, конечно, отходы, но это частные случаи. Осуждается у нас, вот, получается, подсудимые незаконно приобрели, хранили и перевозили в целях сбыта, ну, соответственно, блоки, пачки сигареты известных марок, маркированные табачными знаками, осуждены. Осуждены за реализацию контрафактного товара, маркированными товарными знаками Adidas, Nike, Reebok. Реализация контрафактных кроссовок, контрафактных сумок, клатчей, там, маркированных товарных знаком Louis Vuitton. Ну, и данную практику винтовых приговоров можно, в принципе, довольно долго продолжать. Как уже сказала моя коллега, если бренд ушел, не значит, что у него нет здесь представителей. Наоборот, как бы, защищая свою собственность, защищая, скажем так, ну, некие коммерческие перспективы, ему незачем терять этот рынок, вложив минимальный объем, как бы он может контролировать данную ситуацию со своими товарными знаками. Знак зарегистрирован, я посмотрел в патенте, ничего никуда не исключили, используется на территории Российской Федерации, поэтому как бы не нужно думать, что если не присутствует, то как бы это можно делать за его спиной. Так, значит, как уже сказал моя коллега, значит, весь контрафакт будет изъят. Все доходы, полученные от реализации, подлежат конфискации без какой-либо компенсации. То есть весь товар изымем, весь доход, который получен, соответственно, он будет оценен в том числе и как часть ущерба выбытого у правообладателя при использовании его товарного знака. И будет взыскан с вас в обязательном порядке. Ну, на этом, наверное, я закончу. Я еще раз повторюсь, что это как бы не то, что я планирую и хочу кого-то там запугать или чего-то. Просто, знаете, вооружен, значит защищен. Как бы информацией владеете. В принципе, изучая вот данную, скажем так, данный вопрос, посмотрел в интернете, если брать какую-то локальную ситуацию, ее можно, в принципе, разобрать, в ней разобраться, все документы по ней поднять, информации море. Вопрос очень широкий, то есть как бы даже те же самые 2 статьи там предусматривают множество нюансов, скажем так, которые необходимо разъяснять и понимать. Каждое дело индивидуально, то есть непосредственно не то, что там, если там вдруг торговля идет и там товарный знак, то вы обязательно будете привлечены. Все зависит от непосредственно факторов, составов, признаков преступления. Поэтому, ну, наверное, на этом все. Да, у меня вот такой вопрос. А есть у нас, были ли такие случаи, да, претенденты, которые, ну, у нас в республике более 3 раз, например, нарушали? Ну, такие злостные, просто интересно. Ну, допустим, получается, вот я уже вам озвучил. Вот это все вот эти статьи, это все 180. Это 180, это вот, соответственно, использование товарного знака. Это 6.22 и 1.23. Нет, ну который вот неоднократно предприниматель шел, Вот. знал уже о том, что Злостный злостный нарушитель. Дела возбуждены, значит, 2 и более раза уже произошло. То есть, А много их? Мне просто любопытно. ну, я вам говорю, Ухта 6, там по одному. Да. Да, соответственно, 22-й 6 это Печора, Ухта, Сосногорск. Больше всего Ухта, Сосногорск. И вот 23-й год опять Ухта 1. То есть непосредственно, но снижение идет, все равно как бы профилактика, она присутствует. Это очень сарафанное радио как бы развивает. Как тогда вот начали ездить эти представители предпринимателей, говорю, правообладатели, да. Ситуация рынка резко меняется. Это как вот, ну, не буду озвучивать, вот что-то раз предпринимательское сообщество, оно как бы довольно-таки очень активно и, ну, меняющие тенденции. То есть смотрит как, ищут какие-то выходы.
ищут какие-то возможности, то есть, соответственно, перепрофилируют эту ситуацию как-то так, уже так не действует. То есть, допустим, если как бы там пели там одни песни, может их не поют, или просто может роялти просто заплатить как бы за какой-то момент, диджея там можно ему другого, который производит какой-то свой собственный контент. Ну, как бы все это идет. Как бы, ну вот снижение то же самое, алкоголь, сигареты, контрафакт тоже снижается. То есть зачем мне вести там или еще куда-нибудь, как бы проще как бы мне может не заниматься этой деятельностью. Продавцы тоже учатся, да, сказать, мы пришли, те же сигареты проверить, они такие, ой, что надо было вот это спрашивать, вот этот момент, Да, надо да. знать при закупке. Вот ко мне вот просто Вася приехал, я у него купил. И они думают, что это их как бы спасает. Да. Я же вроде как ничего не стала, я добросовестно покупать. Да. Или я храню для собственного потребления здесь фуру алкоголя просто-напросто. Вот сижу, попиваю вечерами. Ну, вот. Вот. А там, соответственно, вот я еще раз повторю, коробка там, допустим, один бренд, коробка другой бренд, коробка третий бренд, все прибегут, 25 представителей, это все наше, нам ущерб, он же аккумулируется, вот, пожалуйста, 180. Мало того, что у нас за незаконное использование немаркированной вот этих вот акцизных марок предусмотрено наказание 12 лет лишения свободы, а вы их используете, когда вы продаете. То есть все это вот это в совокупности соберется и прям скажем, этот алкоголь выйдет вам очень дорого. У меня еще короткий вопрос. Вот про меня впечатлила история про одну песенку и 700 тысяч штрафов и, по-моему, год лишения свободы, Да, да. Вот, как в таком случае рассчитывался ущерб? Вот 700 тысяч? Очень сильно опирается на правообладателя. То есть, во-первых, базовое, это правообладатель сообщает, что мне ущерб. Во-вторых, это фиксация количества людей в помещении. То есть, если там, допустим, дискотека и там 1000 человек включили песню, рассчитывается, что фактически типа каждый человек мог бы купить эту песню. Вот и все. Вот и рассчитывается, плюс они указывают там какие-то свои затраты непосредственно на это. Ну вот вывели. Суд согласился. Но еще приведу пример, как бы дело рассматривалось в особом порядке, то есть предприниматель, у нас предусмотрено наказание при рассмотрении уголовных дел, которые до средней тяжести, то есть до 5 лет лишения свободы, согласится со всем, и дело будет рассматриваться в особом порядке без изучения доказательств как таковых. Здесь предприниматель согласился, сказал, что да, я виноват, ему дали вот такое наказание. Все. А еще вот, скажем так, наверное, не знаю, кому здесь присутствующих вопрос, вот с точки зрения размещения на рекламных материалов схожих до степени смешения, скажем так, обозначений с зарегистрированными ранними товарными знаками. Здесь все-таки это будет подпадать, ну, понимаю, что в зависимости от размера ущерба, да? Ну, смотря где размещение. Если это рекламные статьи, это 14.37 по АПР. То есть надо смотреть, где и как А если вот размещалось. условно, ну, на воротах дома, где перед воротами магазинов, скажем так, рекламный щит, то есть, Ну, надо смотреть, если Да. там конкретно идет, допустим, если товарный знак, то это да. А если он просто, мы открылись, да, здесь не будет нарушения. А если мы открылись и там размещен конкретный товар с его стоимостью, да, то есть мы можем персонифицировать, что это такое, то мы будем говорить, что здесь уже нарушение на руку аппарат, статья 14.37. Хорошо, а если там содержится не конкретное отражение данного товарного знака, а, скажем так, ассоциативно ты на него находишь? Ну, это надо разбираться. Здесь прям нужно смотреть обстоятельства дела. Есть письмо ФАС, где это все расписано, все такие моменты, нюансы. И уже собирать доказательства и смотреть, и выносить решение, или мы будем выносить определение, подклать возбуждение дела конкретного правонарушения, или же направлять материал в суд. Понимаю, спасибо. Мы вот в части, допустим, знака товарного, если не совру, наверное, в 2008 году привлекали предпринимателя, который разместил на своей вывеске бренд Горьковского автомобильного завода. Вот так вот просто. Ну, Бренд, ГАЗ и вот это. вот Был привлечен к ответственности. Да. Приехали представители, сказали, что вот там вообще по сути идет мультипродажа, там различные запчасти идут, но вот этот лейбл он с нами не согласовывался, размещение на рекламной вывеске. Выкатили там ущерб значительный довольно-таки, и он был привлечен. то есть, а вот еще Но это было очень давно. Но Больше У нас таких было, фактов у не нас было. он как Нам раз недавно обращение, свежий, да. вот именно тоже в этой же С ГАЗ. отрасли, прям обращения были. Так, в рамках одного дела это вот происходит, то есть вот представитель
скажем так, правообладатель товарного знака доверил вот, распоряжение исключительным правом вот, третьему лицу, и вот третье лицо как раз выезжает в район и говорит, что вот эта компания нарушает вот, права. Так, и вот этот представитель обращается в МВД, говорит, накажите этого злостного нарушителя. Вот я рассчитал 100 тысяч рублей, у меня ущерб причинен. Вот, Больше. и вот в рамках, то есть, одного дела будет рассмотрение, то есть вот этого предпринимателя привлекут, скажут, что ты нарушил закон, и вот тебе штраф, да, и еще плюс ущерб. Вот в рамках одного дела будет представление. Ну, у нас по сути как идет? То есть, если брать вообще просто объяснить, да, обращается, возбуждается дело, ну, соответственно, там в рамках 73-го ПК необходимо собрать доказательства, установить обстоятельства, подлежащие доказыванию, это умысел, место. Если все это есть, и все это позволяет, скажем так, в своей совокупности предъявить обвинение, ну, 181 у нас там это дознание получается, обвинительный акт составить, то это направляется в суд. Но, соответственно, там заявляется же одновременно гражданский иск, говорит, что я вот это вот еще потерял. В рамках этого гражданского иска, как я уже повторяюсь, следователь-дознаватель накладывает арест на имущество, все, ну или, допустим, там предприниматель понимает, что как бы ситуация безвыходная и возмещает это. То есть таким или иным образом, скажем так, возмещение ущерба происходит. То есть либо это за счет имущества, либо это какая-то инициативная выплата, поскольку это очень сильно влияет на финальное рассмотрение. Это отношение человека к совершенному преступлению, если оно таковым становится в рамках рассмотрения суда. То есть, как бы, если я раскаялся, да, я возместил ущерб, мое наказание может быть категорически меньше. То есть, вплоть там, уйти там, в штраф или еще во что-нибудь. Если я говорю нет, 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 и у меня весь суд проходит, я ничего не возместил, ну тогда, скажем так, это является смягчающим обстоятельством. Тогда уже, соответственно, при отсутствии этих обстоятельств, ну и наказание другое. Разрешите я дополню? Да. Потому что у нас всегда уголовное, административное так идет. То есть человек обращается с заявлением, конечно же, мы рассматриваем, какой категории наблюдать, административного судопроизводства или уголовного. Здесь нам очень важна сумма ущерба. Да? Вот. И дальше, когда если это административное судопроизводство, да, мы работаем по кодексу административных правонарушений, человека, допустим, в суде осудили, правообладатель берет это решение и дальше уже обращается в гражданско-правовом порядке. Если уже это в рамках уголовного кодекса рассмотрения, опять же решение суда, и опять он может обращаться в гражданско-правовом порядке. Но они зачастую выделяют, то есть, допустим, гражданский иск они передают на рассмотрение в суд по цивилистике. Еще у меня такой вопрос про 1С. Вы тогда как-то так упомянули, или я так поняла, что понятно, что ответственность будет, что первым условно лицом, к кому предъявят обвинение, будет человек, установивший эту программу, да? Но при этом вот, вторым будет лицом, как я услышала, будет предприниматель, да? Потому что он знал, он не мог не знать, что за 1500 ему не установят должное как бы, программное обеспечение. Да. Вообще спасут ли предпринимателя договорные отношения, даже если там в договоре было прописано, что исполнитель несет ответственность за, гарантирует, что программное обеспечение там ближайшее, да, соответственно. Спасет это в данном случае? Или он уже чисто теоретически должен был знать, что за 1500? Я еще раз повторюсь, да, преступление совершается с прямым умыслом. То есть я как бы знаю и желаю, и понимаю ответственность, и понимаю последствия. То есть как бы здесь вопрос доказывания, но рассматриваться вопрос относительно предпринимателя обязательно будет. Только не предпринимателя, да, любого человека. Вы можете прийти ко мне домой и дома у меня поставить, как бы я буду пользоваться, может я там решил как бы разобраться в этой системе. Тут же не непосредственно, что я с нее доход должен получать, вот как факт она мне установлена. Договор обязателен, да, вот вы абсолютно правы, если получается элемент такой присутствует, что я как исполнитель заверяю заказчика о том, что это лицензионное программное обеспечение, я, скажем так, некую гарантию даю на то, что оно лицензионное. Как бы здесь можно по-другому несколько пересмотреть в виде мошенничества.
То есть как бы есть различные формулировки, допустим, меня ввели в заблуждение, у меня похитили мои 1500 рублей, это, конечно, не образуется. Ну то есть условно предприниматель тогда еще сверху добавляет иск на вот Предприниматель это. является лицом обманутым, ну как получается Ну да. любой клиент. То есть вот он пришли мне на 40 тысяч установили софта, да, а он весь нелицензионный, меня обманули. То есть как бы вот соответственно тогда можно рассматривать 159. Но я еще раз повторюсь, каждое дело индивидуально. То есть если как бы слушай, когда вот идет работа, да, он там, грубо скажем, от вирусов чистит, и предприниматель, ну, любое лицо просит, слушай, а поставь мне 1С-очку, да, он говорит, да без проблем, вот какую хочешь, да, ну, корпоративную поставь на 50 пользователей, он говорит, да не проблема, там, 3 миллиона, ты что, нет, конечно, давай за, а за 100 рублей есть что-нибудь? Ну, конечно, ну, понимаешь, если я тебе там взломаю ее, да, и ты будешь пользоваться, как бы, ну давай, Да. все, тут и один, и второй. Да, согласна. Еще вы в начале, я извиняюсь, вы отходила в начале выступления, вы ссылались на постановление пленума, да? Да. А да. что за пленум? Это пленум у нас получается Верховного суда номер 14 от 26 апреля 2007 года, который у нас и рассматривает непосредственно, обобщает судебную практику и не то что регламентирует, а указывает судам, как действовать при рассмотрении этих дел. Я вам так скажу, что пленум, он зачастую обязателен вообще для всех. То есть это как некая шпаргалка, как нужно делать, чтобы вот было надлежащее рассмотрение. Им пользуются как следователи, дознаватели, ну и, конечно же, судьи, потому что это непосредственно их, назовем так, пусть будет это кодифицированный акт из практики. Вот так вот. Да. Номер 14, 24 апреля 2007 года. Да, 2007 года. Смотрите, он сразу же практически принят за 4-й частью Гражданского кодекса. Поэтому он там некие моменты, конечно, не оговаривает. То есть и он действует до сих пор, с 2007 года. И еще второй вопрос, коллеги, это вот письмо ФАСа, тоже сослались, тоже хочу... Давайте я вам отдельно скажу, да. Спасибо. По поводу фонового звучания музыки. Вот, например, учреждение культуры, библиотека. Заходим в вестибюль, звучит музыка современного композитора. Не Шуберт, не Шопен, не Моцарт, да, какой-нибудь Герцман, там, Артемьев. Возникает вопрос нарушения авторских прав, как будет происходить расчет убытка, ущерба для автора. Но здесь надо смотреть, я видел там некие решения судов, где, допустим, какие-то публичные, скажем так, организации. Деньги за это не взимаются. Да. То есть коммерческой деятельности не ведется, каких-либо в части нарушений, вот именно здесь как бы может быть и, ну я в части именно уголовного права вам скажу, что здесь состав усмотрен не будет однозначно, а расчет будет производиться. Ну, представители, как бы, давайте так выразимся, бывают свободны в своей жадности, допустим, да, то есть вот там посещает, сколько у вас проходимость библиотеки, там 500 человек в день, ну вот давайте все 500, то есть как бы здесь вопрос гражданского иска, арбитражный суд непосредственно будет рассматривать вот этот вот вопрос. То есть лучше тогда не включать такую фонограмму? Ну, вы смотрите, как бы вот, все ведь какие-то словесные фонограммы отовсюду пропали. Они ведь почему-то пропали. То есть, как бы, здесь, видимо, либо тогда какое-то соглашение, оно ведь может быть и невозмездным. То есть, тот же самый правообладатель, там, разрешите нам в библиотеке включать вот это. Да, ради бога, вот, держите, включайте. Это наоборот среди людей, потом повлечет мне, допустим, приток клиентов, различные площадки, там, приобретения, и я их получу, наоборот, потому что люди захотят. То есть, ну, мы все рассматриваем с вами в рамках правового поля, что никто там не пойдет, ничего не скачает, да, а приобретет это и, соответственно, правообладатель получит. То есть, как бы можно ведь и так, там ведь РАО, оно и тоже на это акцентирует, что вот именно эти моменты, они и готовы и так. То есть, здесь надо все смотреть. Ты когда занимаешься, как бы, ну, вот этим локальным моментом, ну, ты тогда смотри, вот, как бы... Я считаю, вообще любая деятельность, она и должна иметь некую подготовку, да, нельзя делать с бухты-барахты. Ну, и не забываем, как бы, тот факт, что, ну, мы не берем библиотеку, да, а предпринимательская деятельность – это деятельность, осуществляемая на свой страх и риск. То есть, как бы, вот эти все риски, это вот и есть риски, в том числе и привлечение их к уголовной ответственности как самой тяжкой. Ну, а если это иностранец, как Мариконы, например, да, у которого наследники есть, ну, мы же не платим сейчас за границу никаких отчислений. Нам разрешло законодательство, есть
что называется, нормативные акты правовые по этому поводу, мы же можем использовать? Ну, еще раз повторюсь, что здесь дела частно-публичного обвинения. Пишет заявитель заявление, рассматриваем, а заявитель, он, соответственно, в свое заявление вкладывает в том числе и обоснование. Как обоснование своей позиции, так и обоснование своего ущерба. Можно это, нельзя, надо смотреть, принадлежит или не принадлежит, есть ли представитель на территории Российской Федерации, и оплачивается ли ему роялти, как бы. Ну, здесь только так. Вот еще решили дополнить. У нас было дело по 14, административный материал по 14.10, значит, изъяли обувь, значит, с определенной маркой. Вот. Мы знали, что этот товар контрафактный по признакам. Он проходил как контрафактный. Когда обратились к правообладателю, получили совершенно уникальный ответ. Первый раз с таким столкнулись, они сказали, что да, мы знаем, что данный товар контрафактный, но мы разрешаем распространять данный товар, потому что люди узнают о нашей марке и, соответственно, дальше уже ищут на каких-то крупных маркетплейсах. Уникальный, я бы сказала. Все говорится без разрешения. Пожалуйста, разрешение, я же еще раз повторюсь, не обязательно оно должно быть какое-то это. Да, любая бумажка с разрешением. Все, пользуйтесь. То есть, как бы, видите проблему, обратились с вопросом, как бы обосновали свою позицию, ну, вполне возможно и безвозмездно использовать. Ну, если вопросы есть? Да. Если что, мы ведь к вам обратимся. Приезжайте к нам на Колыму, да? Лучше Вы вы. знаете наши телефоны, да, обращайтесь. Я хочу поблагодарить Павла Александровича, да, и всех спикеров, которые сегодня выступали, всех наших участников, в том числе в библиотеках городов и районов нашей республики. Всех поздравить в очередной еще раз праздником Дня российского предпринимательства. Желаю вам всем здоровья, энергии, процветания. Вот, но в свою очередь хочу сказать, что сегодня получила огромнейшее удовольствие, много полезной информации, в том числе и в своей работе. Я верю в то, что и вы тоже остались, ответили на какие-то свои вопросы. И теперь вы знаете, куда обращаться за помощью. Вот, мы всегда рады разобраться в ваших вопросах. Вот, для нас это тоже некий опыт, поэтому приходите, обращайтесь. Большое спасибо. Успехов в бизнесе вам. Праздники. Спасибо большое.